Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин встретился с жителями местечка Дырнас, дачного поселка, в котором многие живут круглый год. Говорили о дороге и о других проблемах. Все подробности у Ольги Коняевой. Мы прекрасно понимаем примерно, сколько это будет стоить. Это порядка 300 миллионов. Но вас интересуют не деньги, вас интересует результат. Я это тоже прекрасно понимаю. Новый градоначальник столицы Коми Владимир Голдин знал, с чем идут на эту встречу люди. Разбитая дорога – давняя боль жителей сыктывкарского местечка Дырнас. Дачники не раз жаловались в городскую администрацию. Было судебное разбирательство и даже решение суда, но исполнение затягивалось. Сегодня Владимир Голдин озвучил конкретные сроки ремонта дороги. Проектирование в 2023 году, дальше работы по реконструкции. Я предлагаю с Народным фронтом вместе, кроме прокуратуры, кроме судебных приставов, установить общественный контроль за выполнением администрации этих мероприятий по исполнению судебного решения. Ну, либо не по исполнению судебного решения, то есть пойдет проектирование, и кто-то из ваших уважаемых общественников, которые вы здесь можете выбрать, с Народным фронтом, чтобы они вас постоянно информировали, идут ли работы, не идут. Я обещаю этому общественнику, что будет прямой доступ до меня. Согласны, мы за. Данный участок дороги на Дырнасские дачи находится в зоне нашего внимания уже порядка 4-5 лет. Значит, в свое время он входил в топ дорог, которые жители просили отремонтировать. К сожалению, сегодня мы ремонта так и не увидели, да, и возникают резонные вопросы, что в городе ремонтируется много дорог, да, но нагрузка на данный участок дороги кратно больше, чем на иные отремонтированные участки дорог. И резонно встает вопрос, почему ремонтируют дороги другие, а не эту. Когда-то здесь был асфальт. Сегодня проезжая часть больше походит на грунтовую дорогу. Движение тем временем на Дырнасском направлении становится только активнее. Сегодня сухо, потому дорога проезжая. Но скоро начнутся дожди. Когда дожди, тут невозможно ездить. У меня просто видео есть, вот, но никто не хочет смотреть. Лично я ехал, там 5 километров в час еду. Там ужас, что творится. Невозможно ехать на машине. 2 раза в год меняю подвеску. С моей стороны вот дорога местами провалена, местами просто глина размазана. И поэтому на одной стороне дороги нет остановочного комплекса. Вот, а там, где нет остановочного комплекса, там постоянно во время дождей образуется огромная лужа, грязная лужа, которую даже не обойти. Дачники, давно желавшие встречи вот так с глазу на глаз, с мэром озвучили и проблему с общественным транспортом. Зимой количество маршрутов сокращается, автобусы приезжают реже. Мол, нет дачников, должен падать и пассажиропоток. Но в этом поселке многие живут и зимой. Дети Натальи Витошкиной учатся во 2-ю смену. Домой они возвращаются поздно. Опасения матери можно понять. Ссылаются, что у нас есть 6-й и 20-й автобус, которые, в принципе, они сюда не доезжают. Они ездят по ручейной. То есть до нас это 10 километров. 10 километров у меня дети должны пешком сюда идти. И, соответственно, вторая боль – это освещение, потому что дети выходят просто в темноте, тут ничего не видно. Владимир Голдин, выслушав горожан, обещал поговорить с дорожниками. Они обязаны поддерживать здешние маршруты в должном состоянии, чтобы и транспорт мог проехать, и люди пройти. Еще раз пройдемся, посмотрим места, где сейчас более целенаправленно направить деньги на обустройство освещения. Естественно, мы будем пересматривать маршруты, значит, смотреть маршруты, которые у нас шли только дачные, оставлять их на зимний период. Будем рассматривать вопрос, исходя из пассажирооборота, который мы сейчас увидим. Все вопросы еще раз проработают с инициативной общественной группой жителей Дырнаса, чтобы обсудить их после уже в кабинете у мэра. Ольга Коняева, Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.